Нейрохирургам Республиканской клинической больницы эта рабочая смена запомнится надолго. Медики готовятся произвести биопсию самой злокачественной опухоли головного мозга – глиобластомы. Иметь дело с такой патологией, к счастью, а иначе не скажешь, приходится нечасто. 46-летняя женщина болеет уже 1,5 года. Рак поразил ствол головного мозга пациентки, а потому удалить опухоль невозможно. Замедлить болезнь, ослабить симптомы позволит только лучевая химиотерапия. Именно для ее назначения нейрохирурги и берут на анализ часть новообразования. Кончик щупа показывает нам при помощи изображения на экране, показывает нам, где мы находимся на коже и показывает, куда мы попадем в дальнейшем, если пойдем по этой траектории. То есть сейчас на данный момент мы оперируем опухоль головного мозга и ориентируемся на ее центр. Первым делом с помощью нейронавигации хирург определяет точное нахождение опухоли в мозговой ткани, чтобы во время операции не задеть жизненно важные ткани. Далее с помощью лазера производится разметка площади для трепанации костной ткани. Уникальная система позволяет хирургу в любой момент с точностью до миллиметра контролировать положение инструмента, планировать траекторию доступа и достигать выбранной точки наиболее оптимальным и малоинвазивным путем. Уникальная возможность нейронавигационной системы соединить трехмерное изображение КТ, МРТ с живой анатомической структурой головного мозга. Врач-нейрохирург может видеть невидимое, если так можно сказать. То есть это, по сути, третий глаз нейрохирурга. То есть мы сейчас можем лечить то, что, может быть, ранее было недоступно. Поэтому точность, качество, безопасность для пациента. То есть мы не повреждаем те структуры головного мозга, которые необходимо сохранить. Как только опухоль в прямом смысле превратилась в мишень хирурга, к работе подключается операционный микроскоп. Высочайшее качество изображения, максимальная детализация объекта позволяет произвести почти ювелирную работу. Легко и аккуратно медики проникают на 3 сантиметра внутрь черепа и извлекают часть патологии. Оценить прямо во время операции артериальный кровоток мозга позволяет интраоперационный инфракрасный модуль. При необходимости измерить радикальность удаления злокачественной опухоли можно с помощью встроенного флуоресцентного модуля. Внутривенно больному вводится специальный препарат. Если свечения нет, опухоль удалена полностью. Микроскоп обладает более, так сказать, лучшей способностью увеличивать, то есть у него там множество крат увеличения, то есть мы можем разглядывать сосуды диаметром меньше миллиметра. И также работать на этих сосудах, их сшивать, коагулировать. Операция происходит быстрее, больной выходит из наркоза быстрее. Травматизм операции именно и удаления различных образований, он намного меньше. Навигационная станция, она работает более точно, чем предыдущая. Я думаю, это большой-большой прорыв для Коми Республики. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе и работать на этом оборудовании. Новая система современного поколения заменила навигацию и микроскоп, которые работали в республике с начала 2000-х. В отличие от предшественников, обновленные аппараты отечественного производства. В любой момент наши медики могут проконсультироваться с разработчиками по вопросам эксплуатации системы. Примечательно, что специализируется выпускающая компания на обеспечении оборонной промышленности страны. Евгения Кладкевич, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.